Уже на этой неделе, 15 июня, в силу вступит новый закон о семейно-бытовом насилии, который президент страны подписал в апреле. Напомню, он направлен на ужесточение наказания за преступления против женщин и детей, в том числе за бытовое насилие и буллинг. Некоторые статьи перенесли из административного кодекса в уголовный. О ключевых нормах вступающего в силу закона в интервью нашему телеканалу рассказала депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова. Ажар Бахитовна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. 15 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, призванный повысить гарантии женщин и детей от насилия, в том числе и домашнего. Много всяких изменений. Расскажите о самых основных. Добрый день. На самом деле законопроект, несмотря на то, что он очень маленький, но он очень объемный, основная часть касается переноса наказания за побои и легкое причинение вреда с административного кодекса в уголовный кодекс. То есть мы усиливаем наказание по этим действиям, так называемым уголовным деяниям. Также дело касается защиты прав людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в результате бытового насилия. Для них будут созданы специальные центры поддержки, где в период определения статуса они смогут находиться и в это время решить свои текущие вопросы, как то вопросы определения подачи заявления в том числе и на развод, восстановление при необходимости документов, определение дальнейшего места проживания. Как будут выявлять домашних насильников, так скажем? Но сейчас у нас домашнее насилие имеет уже не заявительный характер, да, то есть наши соседи, мы, люди, граждане, видящие, что в семье находится бытовое насилие, это не обязательно, то есть жертва может обратиться. Это видно иногда даже просто физически, да, когда появляются на теле непонятного происхождения, извините, синяки, да, следы побоев. То есть если вовремя мы, люди, которые находимся рядом, сможем определять этих людей и говорить, то мы спасем очень многие жизни. Тем не менее, вот, например, полицейские приехали, да, факт подтвердился, но супруга против того, чтобы заводили уголовное дело. Как этот механизм будет работать? Сейчас уже не нужно заявление супругу, это все будет делаться автоматически, и в ходе разбирательств будет уже принято решение, давать ход делу или не давать, так называемое, предварительное следствие будет идти, и только после итогов предварительного следствия принимается решение, будет возбуждено или не будет возбуждено уголовное дело. И пожизненное заключение теперь будет, да, за педофилию, за убийство детей? Ну, это вообще очень болезненная тема, потому что мы, к сожалению, в последнее время стали свидетелями злостных убийств, да, детей. Я думаю, что это правильное усиление наказания, потому что вообще, почему мы усиливаем наказание? Не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы повысить ответственность. На самом деле общество должно задуматься, что, то есть если вот за такое преступление у него будет такое усиленное наказание, то человека должно, по идее, это остановить. Человека со здоровой психикой. В закон также вошли нормы о буллинге и кибербуллинге детей, да? Да. Тоже расскажите, административная ответственность, насколько я понимаю, кто будет это контролировать, кто будет выявлять это? Дети не всегда идут на контакт, не то что с родителями не хотят делиться, даже... Ну, в первую очередь, это, конечно, задача самих учебных заведений, потому что чаще всего буллинг происходит в школах. И поэтому тут вовремя педагогу заметить и обратиться в школе к школьным психологам. Есть же школьные психологи, соцработники, и они должны дальше по определенной схеме начать работать с этим ребенком. Поверьте мне, если правильно вести с ребенком работу, он всегда расскажет о том, что он может не рассказать родителям, но постороннему человеку он всегда расскажет. Смотрите, центры по поддержке семей. Да. Дети тоже, психологи нужны будет. Кто-то будет их готовить или как это тоже? Ну, мы разговаривали, конечно, когда готовился этот закон, когда мы работали над этим законом, в рабочей группе были представители и МВД, и образования, и просвещения, и они нас все заверили, что сейчас даже уже участковые, вот полицейские, которые будут заниматься именно проблемами на местах, чаще всего это участковые, они по определенной программе уже учатся, их обучают, то есть и психологическим приемам, и приемам
приемом определения и по внешним признакам, и по каким-то ментальным признакам, что происходит с ребенком. Это сразу вдруг не случится, но я надеюсь, что мы успеем эту работу ускорить, и сейчас уже с 15 июня мы начнем более активно и более правильнее защищать наших детей. Спасибо, Ажар Бахитовна, что разъяснили нам новые нормы. Желаем удачи в вашей дальнейшей работе. Спасибо.